Паспортун берсең, регистрация өтөйүн жактан. Ал жака деген саясатты түшүнгөн, билимдүү кишилер керек да, жан. Сага эмне бар? Мен хотя бы күлдүрүп турмун да. За пост президента Кыргызской республики решили бороться более 60 человек. Это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. И если кто-то публикует шутки на тему, что не успел подать заявление для выдвижения на президентство, другие с сожалением отмечают, что это показатель того, насколько низко пал имидж верховной должности в стране. На сегодняшний день Кыргызская республика переживает свои не самые лучшие дни. Наша политическая ситуация, социально-экономическая ситуация, буквально вот только вчера революция произошла. К сожалению, нам не до смеха. Но, как показывает вчерашний список, практически 90% ради смеха пошли. Я в этом плане что хочу сказать? Я призываю, что граждане перед тем, как идти особенно на президентство, задумались. Это та должность, на которую вся государство и вся планета Земля смотрит. Особенно мы, граждане Кыргызской республики, смотрим с надеждой на то, что этот человек, придя в президентство, он вытащит наконец наше государство из этой ситуации. Народ перестал воспринимать президентское кресло как высший пост в стране. Люди перестали задумываться над тем, а достоин ли человек этой должности, хватит ли у него ума, образования, потенциала. Половина из 63 кандидатов воспринимает выборы как политическое шоу, пытаясь принять в них участие, создав с кем-нибудь тандем. Многие из них идут с каким-то расчетом, чтобы заявить о себе, уверен гражданский активист Руслан Ахматбек. Может быть, некоторые политики рассчитывают на то, что в процессе или же после процесса они могут сотрудничать с победившим уже, либо с властью. Там среди кандидатов есть отдельные, скажем так, представители шоу, есть безработные, есть среди них замечены молодежь разного возраста. Это говорит о том, что, к сожалению, для нас должность президента, она не так и, знаете, не сохраняет такую значимость, которую нормально во многих странах. Между тем, некоторые активисты уверены, что такое число кандидатов на высший пост говорит о том, что демократический процесс в Кыргызстане развивается. У людей уже нет страха перед политикой и государственной системой в целом. И свободно каждый хочет принять участие вот в этих процессах. Если сравнить с 2017 году, тогда было 100 кандидатов, сейчас уже 63. Это говорит о том, что идет какой-то отбор, качество. И все говорят о том, что Кыргызстан бедная страна. Мне кажется, ничего подобного, потому что мы демонстрируем, что в нашей стране очень много лидеров. Вот 63 лидера, и каждый на каком-то уровне считает себя достойным быть президентом Кыргызстана. Это хорошая новость. Но среди них есть, конечно, разные люди, которые представляют очень много групп интересов. В Кыргызстане на сегодня мы знаем очень много групп интересов. Есть там группа бизнесменов, пенсионеры, молодежь, люди, которые работают в каких-то сферах, ассоциаций. И вот каждый из них представляет вот эти группы. Отметим, выборы нового президента Кыргызской республики намечены на 10 января 2021 года. Предвыборная агитация начнется 15 декабря и закончится в 8 утра 9 января. Регистрацию кандидатов в ЦИК завершил 14 декабря. Азамат Кинжешев, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.